Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Главная обязанность прокуратуры – реагировать на жалобы о незаконных действиях или бездействии сотрудников государственных служб, следить за соблюдением прав и свобод граждан со стороны органов власти. О защите прав граждан, интересов государства прокуратурой мы сегодня и поговорим с гостем студии Виктором Умеренко, прокурором города Якутска, старшим советником юстиции. Виктор Александрович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, с какими же итогами входит городская прокуратура в новый 2025 год? В минувшем году надзорная деятельность органов прокуратуры осуществлялась в непростых социально-экономических условиях. Нашими приоритетами оставалась защита прав граждан, социально незащищенных слоев населения и также участников специальной военной операции и их семей. За прошедший год прокуратура города Якутска принята свыше 4000 актов прокурорского реагирования, выявлено около 6000 нарушений и восстановлено 5000 прав граждан. Ну а какие меры предпринимаются для защиты социально незащищенных граждан, несовершеннолетних? Вот каким образом прокуратура восстанавливает нарушенные права? При осуществлении правозащитной функции прокуратура использует комплекс мер прокурорского реагирования. Основным видом это является представление об устранении нарушений, которые вносятся в орган или в адрес должностного лица с требованием об их устранении и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Также применяется постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении виновных лиц, которое направляется для рассмотрения в уполномоченные органы, и виновное лицо привлекается к административной ответственности. Также в случае выявления незаконных нормативных актов, административных регламентов применяется такая форма реагирования, как протест, по результатам рассмотрения которого уполномоченный орган должен изменить или отменить незаконный акт. И также эффективной мерой реагирования является исковое заявление прокурора о восстановлении нарушенных прав. И, как правило, это является крайней мерой и используется в случае непринятия окончательных мер по устранению нарушений. В целом, если характеризовать ситуацию на территории города Якутска, то, конечно, наиболее распространенным нарушением является это нарушение трудовых прав граждан. Только в этом году было нами выявлено 800 таких нарушений. И основное нарушение – это задолженность по заработной плате. То есть в результате принятых мер в этом году предприятиями и организациями города Якутска погашена задолженность свыше 70 миллионов рублей. Немаловажным является защита прав предпринимателей. Так, в ходе прокурорских проверок было установлено незаконное привлечение к административной ответственности субъектов предпринимательства. Были принесены протесты в административную комиссию, которые привлекали предпринимателей без учета их статуса и отнесения к микропредприятиям. По результатам рассмотрения наших мер реагирования штрафы были изменены в сторону уменьшения. Также немаловажным является защита прав у участников специальной военной операции и членов их семей. Так, по исковому заявлению был установлен факт проживания участника специальной военной операции на территории города Якутска, и ему были выплачены соответствующие социальные выплаты. С какими жалобами к вам чаще всего обращаются и вообще как организован порядок приема обращений граждан? В прокуратуру можно обратиться в случае нарушения ваших прав. Это может быть, можно обратиться как и гражданину, так и юридическому представителю юридического лица. Но сохранился классический порядок приема обращения. Это можно прийти непосредственно в прокуратуру города Якутска, которая расположена по адресу Халтурина 4/1, и подать обращение в письменной форме, которое будет зарегистрировано и принято в работу. Также сохраняется возможность подать на единый портал органов прокуратуры обращение в электронном виде с приложением документов, подтверждающих те или иные доводы. И также третий способ – это подать обращение через государственные услуги. Ну и также поступают обращения, которые направлены гражданами по почте, которые также рассматриваются и подлежат обязательной регистрации. Ну, для понимания, в соответствии с нашими ведомственными приказами, ну и также
федеральным законом о порядке рассмотрения обращений граждан. Срок рассмотрения обращений у нас составляет 30 дней. В случае, если не требуется дополнительной проверки, а обращение, допустим, требует разъяснительного характера, разъяснения правовых норм, то оно рассматривается в течение 15 дней. В случае же, если обращение не подпадает в нашу компетенцию, то в течение 7 дней мы должны его направить в соответствующий орган. Ну, как правило, это контролирующие органы, Роспотребнадзор, Управление жилищного надзора, с одновременным уведомлением гражданина о том, что это обращение было направлено по компетенции в другой орган. То есть здесь есть еще и какое-то межведомственное взаимодействие? Безусловно. Ряд жалоб мы можем также, которые направляются в другой орган, поставить на контроль, и, соответственно, нас должны уведомить о результатах рассмотрения и какие меры были приняты по этому обращению. Расскажите, а какая сейчас обстановка с преступностью на уровне города? На самом деле в 2024 году на территории города Якутск и поселка Жатай отмечается увеличение зарегистрированных преступлений. Эта цифра составляет 7576 преступлений, и рост составляет 14,6%. Увеличение произошло за счет преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных связей. Это так называемое дистанционное и мобильное мошенничество. И эта цифра составляет 31,7%. К сожалению, граждане продолжают попадаться на уловки мошенников, и значительная сумма ущерба, она по прошлому году на территории республики составила свыше миллиарда рублей. Но есть и ряд позитивных моментов. Удалось добиться снижения рецидивной преступности, повторных преступлений, также преступлений на территории города, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В результате профилактических мер снижена преступность несовершеннолетних. Но вот прокуроры, они поддерживают в суде государственное обвинение. Результаты какие были достигнуты в этом году? Да, в 2024 году с участием прокурора Якутским городским судом и мировыми судьями рассмотрено свыше 2300 уголовных дел различной категории и сложности. Из них 568 уголовных дел в отношении 646 лиц. Это преступления тяжкие и особо тяжкие. Например, прокуратура города поддержала государственное обвинение в отношении 19-летнего жителя города Якутска, который после конфликта в одном из ночных заведений совершил убийство человека и ранил 2 людей. К сожалению, подсудимый не признавал вину, а государственный обвинитель выбрал правильную тактику поддержания государственного обвинения, представил последовательно суду доказательства, в связи с чем суд вынес приговор, и виновное лицо было привлечено к уголовной ответственности 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также немаловажно является рассмотрение уголовных дел коррупционной направленности. В прошедшем периоде поддержано резонансное дело в отношении главы Анабарского района за получение взяток, и с учетом мнения государственного обвинителя ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с лишением права занимать должности на государственной службе. Также привлечены были к уголовной ответственности за получение взяток специалисты Росреестра в виде лишения свободы на 8 лет со штрафом в размере 2 миллионов рублей. Поэтому здесь хочу подчеркнуть, что благодаря качественному поддержанию государственного обвинения коррупционеры были привлечены к установленной законом ответственности. Ну, в общем-то, да, где преступление, там и наказание. Виктор Александрович, а вот какие планы ставите на год этот, 2025? На что следует обратить пристальное внимание? Ну, в этом году для себя мы ставим следующие задачи и цели. Обеспечить переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, понимая, что в столице у нас больше всего
таких домов обеспечиваем надзорное сопровождение. Начиная с прошлого года обеспечиваем переселение граждан из 17-го квартала в новый микрорайон Звездный, где в этом году введено 8 новых домов. Также в приоритете у нас остаются социальные права граждан, это пенсионеры, инвалиды, тем более с учетом произошедшего резонансного случая, где погиб постоялец, мы запланировали проверочные мероприятия во всех социальных учреждениях города Якутска с целью дать оценку, как обеспечиваются, соблюдаются права лиц, находящихся там на попечении государства. Немаловажным остается вопрос соблюдения прав несовершеннолетних, в том числе предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Также планируем в этом году сопровождать ситуацию по предоставлению земельных участков, но многодетным семьям. Уже сейчас эта работа со стороны окружной администрации ведется, проводится жеребьевка этих участков, поэтому ситуация остается на контроле. Ну, также хочу подчеркнуть, что, к сожалению, у нас в городе не хватает школ. Большинство из них проводит обучение в двухсменном режиме, что не соответствует требованиям законодательства и санитарным нормам. То есть в этом году мы планируем более детально изучить этот вопрос и определиться по принятию мер прокурорского реагирования. Ну что ж, остается только пожелать вам успехов в вашей непростой работе, и чтобы каждый день приносил только плодотворные результаты. Виктор Александрович, спасибо, что нашли для нас время, ответили на волнующие вопросы. Будем рады видеть вас еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.